Какой сегодня праздник? Я не знаю. Я не знаю, какой сегодня день. Сегодня чудесный день, понедельник, начало рабочей недели. День мужчин вроде нет. Кто знает. Вы так в лоб спрашиваете. Понедельник — это всегда праздник, потому что надо идти на работу. Знаю, третий день празднования Дня преподавателя высшей школы. День понедельника. Тяжелый день, я не знаю. День привет говорить всем. Без понятия. Сегодня есть праздник. День бухгалтера в России сегодня, 21 ноября. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Хотелось бы как-то ответить, типа, день осеннего солнцестояния, но все-таки он раньше чуть-чуть происходит. 21. Канун 22.11.2022. День защитника Отечества. Праздник, день телеведущего, да? День да. Еще и день бухгалтера. День работника налоговой. Сегодня вообще международный день. День рождения у мамы моей. Сдаюсь. Сегодня день телевидения. Кто такой тележурналист? Тот, кто берет интервью на телевидении. Который освещает проблемы в телепространстве. Ребята, тележурналист — это... Нормальный чел. Не знаю, девочки. Тележурналист — это человек, который стоит передо мной и записывает это все на камеру. Это же логично. Это человек, который занимается телевизионными трансляциями, разбирается в них. В общем, специалист, профессионал своего дела. Ну, вы, наверное. Тележурналист — это человек, который профессионально и объективно выполняет свою работу. То есть вне зависимости от каких-либо обстоятельств и внешних факторов. Он озвучивает не то, что свою позицию, он озвучивает мнение с двух сторон. Он старается найти правду в двух истинах. Какие сюжеты, темы вы бы хотели видеть чаще? Связано с отелями и туризмом в республике. На политические темы. Я думаю о политике. О мире, доброте, о дружбе. Что-то молодежи, какие-то молодежные проекты. Сюжеты про животных. Про животных. Если это студенческое телевидение, то, конечно, о жизни студентов, о достижениях каких-то наших выдающихся студентов. То, что человека возвышает, культура, наука, искусство. Научные, спортивные обзоры. Слушайте, да в целом всего достаточно, мне этого хватает. Очень информативно, так или иначе. Если какие-то события добавятся в универе, и вы будете освещать, будет все по красоте. Я бы сказал, чего бы я не хотел видеть. Я бы не хотел видеть, наверное, какой-нибудь пропаганды политической и глупых реалити-шоу, не знаю. Тему аниме. У нас слишком мало на телевидении говорят об аниме. Аниме-культура. Джорджи Пис. Я бы хотел видеть чаще сюжеты, непосредственно связанные со студенческой жизнью в еще большем количестве, со спортом, конечно же. Все-таки, например, у нас есть футбольная команда, которая очень сильно освещается. И, конечно же, повседневные какие-нибудь материалы. Вот как раз-таки сейчас такая приятная обстановка, почему бы и нет. Что пожелаете телевизионщикам? Здоровья погибшим. Быть объективными. Не знаю, объективности, удач, профессиональных удач, интересных сюжетов, людей, собеседников. Чтобы хорошо работали и доставляли радость людям. Быть по возможности объективными и стараться нести высокое, доброе, чистое и акцентировать на этом внимание. Профессиональных успехов. Здоровья, счастья, крепких нервов. Зарплат побольше и начальников нормальных. Телевизионщикам я пожелаю крепких нервов и оставаться, наверное, при своих мнениях, потому что если вы работаете на телевидении и обрабатываете всю эту пропаганду, то ваши взгляды могут как-то подвергнуться изменениям, и надо оставаться при своих каких-то взглядах здесь. Всего доброго. Честность, свободу выбора, свободу слова. Не загреметь в тюрьму. Счастья. Так, успехов. Нервов и побольше поспать, потому что Олег не высыпается. Вот. Пожелаю оставаться журналистом. Удачи, успехов. Пожелаю счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего. С праздником, дорогие!